Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Неделя спорта» и с вами я, ее ведущий Амир Цычоев. Коротко о главных спортивных событиях недели. Шахматы в массы. На городской аллее в Магасе теперь можно не только посидеть в кафе, но и сыграть в шахматы под открытым небом. Мяч в корзину. В Ингушетии официально заработала ассоциация по баскетболу. Дебют в северной столице. Адам Цуров одержал уверенную победу в бою с грозным соперником. 16 августа в Магасе состоялось официальное открытие Федерации баскетбола Республики Ингушетия. Сейчас у нас в студии председатель Федерации баскетбола Республики Саид Гизгиев. Здравствуйте, Саид. Здравствуй, Амир. Саид, расскажи, какие первые шаги вы будете предпринимать для развития баскетбола в республике? Начиная с сентября мы планируем проводить школьные турниры во всех школах Республики Ингушетия. Сегодня мы с нашим составом Федерации баскетбола разъезжаем по школам, смотрим состояние спортивных залов и наличие отметок специальных для баскетбола, а также баскетбольных щитков и колец. Сегодня в некоторых школах ситуация очень хорошая, в нескольких школах ситуация более плачевная. Например, в третьей школе, вот сегодня я там был, отсутствуют, то есть щитки баскетбольные, это очень старые, и они не годятся для того, чтобы проводить там какие-то игры. И вот мы соберем потом материал весь и обратимся к нашему руководству, нашего спорткомитета и к руководителям Минобразования, чтобы эту ситуацию как-то исправить. Мы хотим проводить турниры среди школьников 9, 10, 11 классов отдельно. Это в рамках всероссийского турнира «Кес Баскет», с которым мы планируем сейчас заключить контракт. И проводить отдельные соревнования среди учеников 4, 5, 6 классов. Это будут как бы республиканские соревнования для того, чтобы наши молодые ребята смогли в будущем собрать, из них мы соберем хорошую команду, которая уже будет выступать на хорошем высоком уровне. Раз ты заговорил о команде, Саид, у меня вопрос. Планируете ли вы создание клуба баскетбольного, допустим, в республике? В ближайшее время нет, потому что если мы будем создавать клуб, то для него нужно ставить какие-то конкретные задачи, высокие задачи. А чтобы выполнять такие задачи высокие, нам нужны хорошие игроки. А хороших игроков мы можем только сейчас вырастить. То есть ребята, которые сейчас учатся в 4, 5, 6 классе, именно из них мы планируем создать через лет 5, 6, 7, 8 уже хороший баскетбольный клуб. Саид, а организация «Кес Баскет», которая помогает нашей федерации, расскажи о ней, пожалуйста. Ну, «Кес Баскет» – это называется Всероссийская школьная лига баскетбольная, где принимают участие ребята, школьники, почти что с 63 регионов. В этом году мы планируем также с ними сотрудничать и хотим, чтобы наши ребята выступали в данной школьной лиге, которая, кстати, является сильнейшей во всей России, именно среди школьников. Мы хотим провести сначала республики турниры, как я сказал, а потом уже, чтобы наши ребята поехали на финал, который состоится в Москве. К нам, как вы знаете, 16 числа на открытие федерации приехал генеральный директор данной организации, это Самарин Дмитрий Владимирович. Он нам рассказал о планах, будущих планах своей лиги. А также он нам принес некоторые материалы, которые очень сильно помогут нашим тренерам, которые будут выставлять свои команды в данном турнире. Также он нам принес учебные материалы, которые помогут нашим тренерам в познании различных тактических действий в баскетболе, чтобы узнать, как нужно правильно показывать ученикам, как нужно бросать, работу над дриблингом, над различными техническими действиями. Также вот у нас стоит журнал «Кес Баскет», он выпускается раз в сезон, то есть по окончании каждого сезона они выпускают свой журнал, где рассказывают про все события, произошедшие в данной лиге за весь сезон. То есть все составы команд, победителей региональных финалов, все новости от руководства регионов, касаемые данной лиги и так далее. Мы же, Саид, желаем вам удачи. Будем надеяться, что в дальнейшем в этой студии мы будем встречать не только тебя, но и наших баскетбольных воспитанников. Спасибо большое. С нашей стороны мы обещаем, что постараемся как можно стремительнее развивать баскетбол у нас в республике и оправдать надежды, которые на нас возлагаются. Спасибо. Это был Саид Гизгиев, председатель Ассоциации баскетбола Республики Ингушетия.